Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении по отчету о международной религиозной свободе за 2022 год упомянул о геноциде уйгуров. Китай безнаказанно арестовал уйгуров, заключил их в тюрьмы и поместил в концентрационные лагеря, сказал он. Отметив, что вторая тема в отчете связана с растущими правительственными ограничениями на доступ к святым местам и местам отправления культа, Блинкен сказал: уйгуры были свидетелями того, как китайское правительство сносило или перепрофилировало их мечети или кладбища. Китайские власти также разрушают монастыри тибетских буддистов и изгоняют монахов и монахинь. Ранее США определили, что обращение Пекина с уйгурами представляет собой геноцид и преступление против человечности. Арфия Эри, первая уйгурская турчанка, избранная в Национальную ассамблею Японии в прошлом месяце, заявила, что надеется показать миру, как уйгуры, несмотря на геноцид, преуспевают в политике, бизнесе и других областях. В беседе с Axios Арфия Эри сказала: «Конечно, мы жертвы геноцида, но мы намного больше этого. Мы также заслуживаем успеха, и мы заслуживаем процветания, и это то, что я надеюсь отразить в своей работе», — сказала она. Венди Шерман, архитектор политики Байдена в отношении Китая, уйдет в отставку. В заявлении Госдепартамента США говорится, что помощник госсекретаря США Венди Шерман уходит в отставку. 73-летний чиновник принимал активное участие в разработке текущей стратегии Вашингтона в отношении Китая и более широкого Азиатско-Тихоокеанского региона, где он стремится бросить вызов Пекину на нескольких фронтах. Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил журналистам 14 мая, что Китай, возможно, создал несколько секретных полицейских участков для граждан Канады, отметив, что несколько месяцев назад канадскую полицию Монреаля проинформировали о деятельности двух неизвестных групп людей китайского происхождения. Мендичино заявил, что в связи с потенциальной угрозой было начато расследование. Промышленное производство Китая ускорилось в апреле до самого высокого уровня сентября 2022 года, но не оправдало ожиданий. Согласно отчету Bloomberg, промышленное производство в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство увеличилось на 3,9% в марте. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 10,9% в апреле. Несмотря на общее снижение безработицы в Китае в апреле, безработица среди молодежи достигла самого высокого уровня с 1990-х годов, превысив рекордный уровень 19,9%, зафиксированный в июле прошлого года. Сообщается, что рыболовецкое судно под китайским флагом перевернулось в Индийском океане вчера днем. Как сообщает государственное телевидение Китая CCTV, от экипажа, состоящего из 39 человек, на борту которого находилось 17 китайцев, 17 индонезийцев и 5 филиппинцев, ничего не слышно. Поисковые работы продолжаются. Пока местонахождение судна Лупин Лаюн 8, зарегистрированного в провинции Шаньдун на севере Китая, неизвестно.